намасте. И добрый вечер, Светлана, добрый вечер, подписчики мои дорогие. И благодарю вас всех, что согласились. Светлана согласилась выйти в эфир, а вы, девочки, присоединились к нам в наш эфир. Итак, вот Светлана ждет своих учеников, поэтому, может быть, они подойдут, поэтому мы будем быстро-быстро говорить. Итак, буквально пару слов о себе. И когда вы начали заниматься индийским танцем, и еще пару слов о театре индийского танца и песни Савитри, город Улан-Удэ. Вот имя вашего театра уже, наверное, по всей России слышно, поэтому расскажите, пожалуйста. Давайте еще раз представлюсь. Меня зовут Светлана Цыденова. Я с детства люблю индийские фильмы, индийские танцы. Ну, Индия для меня это вот, не знаю, наверное, действительно моя душа, это мое сердце, это вот то, что я люблю всей душой и чему отдаюсь, да, на сегодняшний день. Но заниматься по-настоящему индийскими танцами я начала профессионально в 2017 году. Я открыла школу индийского танца, в которой сама была учеником. В 2018 году я нашла учителя своего, Катя Ранних, Катерина Кривенко, и вот с этого начался мой настоящий профессиональный путь. Я очень люблю классический танец, то есть и на сегодняшний день я убеждена, да, чтобы научиться танцевать, а научиться танцевать может каждый. Вот я на себе уже убедилась, да, что научиться танцевать может каждый. Самое главное – желание. И самое главное – хороший учитель. Вот это две главные составляющие. Третья составляющая – это упорство. Желание, учитель и упорство. Потому что благодаря упорству как раз-таки мы приходим к результату. Вот. В моей школе на сегодняшний день несколько групп. Сейчас у меня собирается старшая группа. И опыт мой показал, что здесь не важен ни возраст, да, ни комплекция, абсолютно ничего. Важно именно желание. Если люди хотят научиться танцевать, да, то они реально научатся. У меня есть ученица, которой 66 лет, и она танцует вместе с нами на сцене. Она большая молодец, ее зовут Царима. И таких учениц у меня много. У меня есть Наташа, ученица, которая старше 50 лет, и Евгения. То есть здесь возраст вообще значения не имеет. И на самом деле это как раз-таки индийские танцы, они по-настоящему украшают женщину. Вот это тоже мое основное убеждение, да, потому что сегодняшний век скоростей, да, когда мы все время в какой-то гонке, в быте, да, в работе, когда нагрузка у нас очень большая, мы забываем про себя. Здесь мы вспоминаем, что мы женщины прекрасные, красивые, и раскрывается наша женственность, и что здорово, да, сопутствующая, да, такая составляющая индийских танцев, то, что индийские танцы – это самый и интеллектуальный вид танца. Здесь мы развиваем очень хорошо оба полушария мозга, очень хорошо развиваем память, да, улучшаем женское здоровье, поднимаем вообще вибрации, да, улучшается, развиваем нашу женственность вообще. Истинная, вот я считаю, что истинная женственность, истинная женская красота, она как раз-таки раскрывается в индийских танцах. Вот, потому что, мои ученицы, да, не успеют прийти, вот буквально, когда первый наряд только одевают, да, на себя надевают, сразу женщины меняются, глаза начинают сиять, да, и это такие вот вообще, в принципе, трансформации, изменения, да, которые происходят в теле, они на самом деле всегда вдохновляют. Светлана, я хотела бы еще уточнить, вот есть ли какие-нибудь ограничения занятиями катхаком конкретно? Конкретно катхаком? Естественно, какие-то острые, если хронические забывания,
в остром этапе, да, естественно, лучше не нужно. У меня у самой вообще букет заболеваний, да, у меня есть проблемы с сердцем, есть проблемы с почками, но тем не менее мне это не мешает танцевать. Я просто чувствую свою нагрузку. Вот. Есть определенные техники, да, то есть мы когда танцуем, обязательно должны держать спину прямо, да, тогда наш позвоночник, он, ну, будет замечательно, хорошо себя чувствовать. Но при этом, вот, когда мы работаем ногами, да, есть такое футворк занимаемся, да, работа ног, когда мы стучим ногами. Очень полезно именно для женского здоровья вообще в принципе, потому что мы знаем, что на стопах ног у нас есть огромное количество энергетических точек, да, проекции всех наших внутренних органов, и когда мы это активно все это разрабатываем, работаем ногами, во-первых, мы из земли наверх, да, поднимаем энергию, очень хорошо это проходит, ну, как бы энергия проходит снизу вверх через все чакры, энергия очень хорошо раскручивается. И конкретно по точкам мы, работая ногами, мы массажируем как будто бы все наши внутренние органы. Это оказывает благотворное влияние вообще на общее здоровье. И когда мы работаем ногами, у нас очень хорошо активизируется работа нашего мозга. Я сама специалист по интеллектуальному развитию детей и взрослых. У меня раньше был центр интеллектуального развития. И вот эти вот моменты, да, я сейчас очень хорошо прослеживаю также и в танцах, потому что здесь мы работаем одновременно и руками, и ногами, и головой. Это очень хорошо помогает для профилактики болезней всевозможных, заболеваний Альцгеймера, да, или связанных с памятью. Мы знаем, что чем старше мы становимся, тем тем хуже наша память, да, или уменьшается активность нашего мозга. Да? Вот активность мозга мы должны постоянно поддерживать. Если наш мозг активный, живой, гибкий, то тогда, в принципе, мы будем вечно молоды. На самом деле это так. То есть мы продлеваем себе благодаря индийским танцам молодость, красоту. Мгм. Теперь перейдем к девочка, у кого есть вопрос, поднимите руку, я вас подключу. Сардана может давать. Ой, сейчас Ольга. Да, вот. Мгм. Сардана хочет. Я вам, девочка, включила микрофон. Ой, Ольгу. Ой, нет. Разрешить. Ольга, теперь можете говорить. Спросите, у кого есть вопросы к Светлане. Девочки, выходите скорее. А я вас жду. Давайте скорее сюда. Ольга, говорите. Я вам включила микрофон. Знаете, давайте что сейчас сделаем? Мгм. У нас сейчас начинается занятие. Я сейчас Мгм. буду проводить разминку. Давайте Давайте вы, посмотрим да, немножко. давайте, давайте вы не будете смотреть, а вы станете Нет, участниками нашего занятия. Поэтому давайте мы точно. активно себя поднимем, да, Мгм. и разомнемся. Просто разомнемся, получим удовольствие. Неважно, получится у вас, не получится. Просто получите удовольствие от того, что вы сейчас будете делать, слышать, смотреть и Мгм. видеть. Хорошо? Ага, да. Девочки, я вам всем открыла микрофон. Вы можете спросить, если у кого будет вопрос, и еще вы можете включить свои камеры, и будем делать упражнения. Ой, я тоже встану. Мгм. Я такая в домашнем. Так, всем видно? Прямо в прямом эфире будем танцевать. На связи Якутия.
Пошлите привет от солнечной Бурятии. Привет, добрый вечер. Вечер, вечер, девочки. А это моя жена. Ну что, размялись-то? Сейчас вам один танец покажем, посмотрите, хорошо? Это как раз-таки классический танец, который... Классический танец, как Махадева, да? Девочки, мы раскромничали, да? Здравствуйте, Сырголова. Здравствуйте. Добрый вечер, девочки. Добрый. Мы думали на 5-10 минут, потом у нас еще занятия пошли. Так классно. Иди. А в Бурятии точно так же. Танец прошит.
Все, да? Спасибо, девочки. Ну ладно, давайте мы с вами на этом завершим, наверное, да? Мы продолжим наше занятие. Спасибо большое. Я надеюсь, что была для вас полезна. Надеюсь, что было интересно. Да, интересно. Я еще не ожидала, что это будет танец, упражнение. Вообще спасибо.